Так, здравствуйте, меня зовут Сицев Умар, ученик 10 класса Мирнинской университетской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева. Мой руководитель Амосова Евдокия Федосьевна. И тема моей работы – исследование гальванического элемента из аллотропных модификаций углерода в условиях Якутии. И проблема моей темы является создание гальванического элемента из подручных средств, устойчивых к низким температурам атмосферы. Объект исследования – гальванический элемент из угля и графита. Цель – определить зависимость напряжения от концентрации электролитов в гальванических элементах и устойчивость в низких температурах атмосферы. В нашем случае Якутии. И мои задачи – это изучить литературу, сделать графитовую и угольную батарейку, определить зависимость показателей вольтметра от концентрации электролитов в графитовых и угольных батарейках, определить зависимость показателей вольтметра от времени подзарядки в зависимости от концентрации электролитов и провести исследование на устойчивость к низким температурам атмосферы. И сперва, что же такое электрический аккумулятор, да? Или же гальванический элемент? Просто люди, батарейка. Это химический источник тока. Это кратко, да? Или же это S, многократного действия. И переходим к моей практической части. И следующие реактивы и оборудование были использованы для того, чтобы сделать гальванический элемент из угля и графита. Методика моей работы. Сперва достать графит и уголь, да, и размолоть ее до порошкового состояния. Ну, приблизительно до вот такого. И сделать разные растворы, как мы будем называть их, электролита, разной концентрации. Далее я представлю вам мои электролиты. И нужно сделать батарейку, используя фольгу алюминиевую, и проверить ее на силу напряжения на вольтметре. И вот, собственно, мои электролиты: сульфат меди разбавленный, хлорид лития, хлорид натрия, гипохлорид натрия. Концентрация от 10 до 30%. Так, да. И в зависимости от концентрации батарейки показывали разное напряжение. И самое лучшее число напряжения показал хлорид лития. И неплохие результаты показали хлорид натрия и гипохлорид натрия. Второй опыт – это результаты подзарядки батареи с 30% электролитом. Это мы подзарядили батарейки от 1 до 3 минут каждую. И снова наилучший результат показал хлорид лития. Неплохими результатами отличились хлорид натрия и гипохлорид натрия. И исходя из этой таблицы мы сделали диаграмму. И даже тут видно, что хлорид лития показывает очень хорошие результаты, да, даже без подзарядки, вот заметьте. И самый главный третий опыт – это влияние низких температур на показатель напряжения, а именно устойчивость к низким температурам. И, на мой взгляд, самым устойчивым является батарейка с хлоридом натрия, с углем в роли катода. Да? Даже можем заметить, что за час он держит 0,6 вольт напряжения. И переходим к выводу. Выводом является то, что от концентрации электролитов зависит напрямую показатель напряжения вольтметра. Из этого следует, что электролиты, основанные из сильных оснований и кислот, наиболее эффективны в качестве проводника. Да? Примером является наш литий-хлор, да, хлорид лития. И самый главный вывод тоже является то, что хлорид натрия с углем показали наибольшую устойчивость к низким температурам атмосферы по сравнению с другими гальваническими элементами. Это исходя из моего третьего опыта. И на этом я закончу. Всем спасибо за внимание. Доброго дня.